А насчет хазарейцев, да, я буду после ребят писать чуть попозже. Вот, и потом уже в 19 веке, сейчас заканчиваем, в 19 веке сюда пришли англичане, завоеватели, да, и они завоевали Индию. Индия стала колонией Англии. Очень долгий период были колонии. В принципе, они хорошо развивались. Если так смотреть, да, империя великих моголов просто процветала. Потом пришел Пуштунский хан, что-то там не так пошло. Потом пришла потом пришла Англия, и все. Они ушли в эту нищету. И они в этой нищете до сих пор. Вот до сих пор. Они в горных регионах вообще реально застряли. В горных регионах. Ой, смотрите. Ой, wait. Смотри, это кто? Таджик? Хазара? Ух ты! Смотрите, это хазарейка, а это хазарейц, вау! Я говорю же, они похожи. Монгол? I'm from Russia, Mongolia, you know? You live here? No, China, Russia, Mongolia. Это хазарейка. Вот очень красиво. Хазар, Афганистан. You are from Afghanistan? Они с Афганистана бежали. Вот видите. Here, good, you live in Pakistan? Yeah. Good, Pakistan. Afghanistan dangerous? Yeah, Yes, Afghanistan very dangerous. Thank you. Go to my... You home? Okay, thank you. No, I want to go. Хорошо, окей, go. Окей, давай, все, ребят, я выхожу из эфира. Представляете, я тут с хазарейкой познакомилась. Я сейчас куплю ей фрукты. I want to buy fruits. Go, fruits, baby. No, Oh, why? I want gift, present. Ну, окей. Блин, хотела купить подарок какой-нибудь детям, фрукты, что-нибудь. Она говорит, нет, спасибо. Ну, ребята, представляете, как интересно, как хорошо ты здесь осталась. Вот я и встретилась с хазарейкой настоящей. Я еще с настоящими хазарейцами встретилась в Лахоре с девочками, вот прямо вдалека друг другу. Ну все, ребята, я выхожу. Пока. Хазарийцев, которые бежали из Афганистана всего 3 недели назад. Представляете, живут они в такой маленькой каморке с 2 детьми. И вот он говорит, что геноцид хазарийцев в Афганистане продолжается. Прям их уничтожают, их убивают. This is the video that we were in a protest in Bamyan and wanted to write down the papers. For example, UNAMA, wake up, civilians' lives matter. Вот Бамянская, там вот как раз это знаменитая Бамянская долина, где вот талибы взорвали буддийский статус знаменитый. Вот как раз вот мой новый знакомый хазареец, он из Бамяна, вот его деревня. Да, он из этой деревни, из Афганистана, из провинции Бамян, вот из этой деревни они бежали. Вот так они живут, нормальные, хазарейцы живут так, но сейчас талибы их всех прогоняют, их убивают. Каждую пятницу в мечетях их взрывают. This is the Bamyan bazaar, and the old man is announcing that something instead of radio, like announcing to get new people what is going on. Вообще, ребята, знаете, у него тут маленькие дети, да, 2 мальчика. I have no voice in my computer, but says that, oh, people, there is a lady need blood in the hospital. Anyone to help her? This is the blood need in the hospital. He is announcing. Ребята, знаете, я вот прошу помощи, если кто-то сможет, да, вот как им помочь? Они сейчас везде пишут, они уже 3 недели здесь в Пакистане живут в маленькой вот такой вот каморке, да. Они взяли, они вот надели то, что у них есть, надели вещи, даже путные вещи не взяли, кулечек вот такие маленькие, вот мешочки вещей взяли и бежали сюда в Пакистан. 3 недели вот они в Пакистане в этой каморке живут, и он каждый день пишет письма в разные страны, просят убежища он просит, пока никто не отвечает им. Вот, они просят убежища, вот эти люди, вот эти малыши, они бегут и просят помощи, убежища. This is the farmers in the land. They are just cultivating potato, harvesting potato, and now they're having their lunch in the land on the farm. Yeah. Вот он просто показывает, как вот. This is the potato.
картошка, вот как они жили в той деревне. Он, конечно, You know, очень скучает по своей Bamiyan is деревне. famous for having potatoes. А в Бамианской долине очень вкусные, знаменитые картошки, говорит, красная вкусная картошка. Он очень скучает по Афганистану, это же его родина. Он говорит, ну как, типа, с чего, типа, мы пришли, это наша, говорит, земля, путуны вообще, говорит, позже пришли в 19 веке, это, говорит, наша And земля. this is some other photos that my sisters, they are cyclists, female cyclists in Bamiyan. У него сестра, говорит, знаменитая, велосипедистка. He is my brother, which is now in Afghanistan. Брат его сейчас в And Афганистане. they are my sisters and my villagers' girls riding bicycle. Они на велосипедах катаются. Yeah. говорит. They had a campaign of И вот to они support- все это to хотят, чтобы support- люди видели, распространяли Yeah. в сети, распространяли, показывали, говорили, что вот There was a campaign that they was asking people to support girls for education, Просят. support girls' education. образование для девочек, потому что girls no education. Taliban is Problem. not allowing, yeah. Талибы не разрешают девочкам учиться, но у них проблема была. И вот девочки, они говорят, что мы хотим учиться, просят, чтобы образование было у них, чтобы образование This было. is Azaf Nakwa. This is a door. When you are entering to the Bamiyan, this is the door of the entrance of the Bamiyan. Это, говорит, ворота, которые в Бамианскую долину. Вот эти знаменитые ворота, отсюда начинается Бамианская долина. Вот, в принципе, они, когда были американцы, они еще более-менее учились, но сейчас они из-за талибов, они вообще боятся хазарийцев, они сейчас загасились, и сейчас они She is бегут my. просто. She is my small sister, which is now in America. Now in America? Yeah, she is a student in a Student. school. Yeah. She went through a scholarship just 2-3 months ago, and now she is studying in New England. Вот они бежали в Англию, в Америку, в Англию. В общем, все бегут, пишут везде заявки. Но он уже 3 недели пишет заявки в разные страны, англоязычные, потому что он знает английский. Я говорю, а может в России, в Монголии? Ну, он говорит, а как, типа, я буду там работать? Мне же, самое главное, работу найти, чтобы свою семью обеспечить. Здесь у него еще бабушка, дедушка здесь в другой комнате, еще сестра с мужем, с детьми. Тут, короче, их огромное семейство. И им всем же надо работу найти, потому что они знают только английский. You know English and Farsi? Yeah. And Farsi. Поэтому им надо обязательно англоязычную страну, чтобы трудоустроиться могли. She is another sister, my second smallest sister. She is the smallest one, and she is the next one, older than her. She is in Morocco now. In Morocco. Видите, они все She разбегаются. is university student in Morocco. University. Ну, видите, какие молодцы. Very good. Hazara people like study. Yes? Yeah, it is Like very education. famous. Yeah, it is very famous in Afghanistan that Hazaras like education. Он говорит, что хазарийцы отличаются вообще в Афганистане от других афганских народов тем, что они любят учиться. Они очень любознательные, любят, образованные. И видите, в университетах разных учатся. Но сейчас вот идет геноцид, да, талибы их загасили и не разрешают им учиться. She studies international relations in И они Morocco. бегут. Одна в Марокко учится. And she is my nephew, my brother's daughter. Yeah, she is in India. She is also studying university. Yeah, they are But how you live? Where is your home? In your village home? in Bamiyan. Yes, yeah, in there is a Bamiyan. village called Shaidan. Yes. This is our. Can you show your how you live in Бамиан? Yeah, let me see. Ребята, я сейчас вот пока снимала прямой эфир, познакомилась с семьей хазарийцев, которые всего 3 недели назад бежали из Афганистана, из провинции Бамиан. И он является активным, протестует против всего движения, и он просит убежища в разные страны. Каждый сейчас он прям целую кучу мне писем показывал, как он и в ООН пишет, еще куда-то пишет на английском языке. Но он говорит, не хочет
ну, здесь пока оставаться, потому что хочет лучшего будущего для своих детей. Вот. Если здесь, где хазары живут, здесь они живут в провинции Белуджистан, в городе Квета, но там в Квете они живут в анклаве, как я говорила, да, и там тоже опасно, потому что периодически бывают взрывы. You said in Quetta it is dangerous too. Yeah, because of the Hazara and Shia, they are practicing the different from the Sunni Shias, Ah, yes, Sunni yes, Muslims. yes. So that's why the how you can say those people who are extremists. Да, экстремисты, вот, Yeah, говорит, и вот they go there экстремисты, and религиозные, там, explode исламские the mosques. экстремисты здесь вот периодически нападают на хазарийцев, потому что хазарийцы принадлежат, ну, а у них шиизм, а у этих сунниты. Сунниты, а эти шииты, ну вот эта вот война тоже продолжается. Еще And плюс. this is some photos from Bamiyan, which is I am also a О, photographer. смотрите, вот помните, я говорила, вот я показывала вам, вот это вот And здесь they вот are, скульптуры были Будды, да, это еще в кушанскую эпоху, Кушанский период, да, это 5 век до нашей эры, 1 век до нашей эры. Это все взорвали. Ой-ой-ой. Они там, говорят, собирают картошку. Вот они, вот, они вот здесь вот сажают картошку. Вот прям, видите, музей под открытым небом, да, бамианские. И вот они здесь сажают картошку. And this is a hotel. Just I got this photo in front of the Buddha. This is hotel, the door of the hotel. And this is Russian tank. Russian tank. Это российский танк, советский танк. Представляете, танк российский, Совет Union танк. Union tank in Bamiyan. In Bamiyan. Children are playing like a play Дети game. сейчас играют на этих танках российских, советских. Вот они так все побросали, тоже This is укатили. also Hazara's located area, the dangerous road. Dangerous road. Смотрите, хазарийцы. Хазара people live in mountains. Yeah, in mountains. Ага, very dangerous places. Very dangerous. Хазарийцы живут в горах. Это очень страшные места, опасные. И у них вот такие дороги страшные. Представляете, какие горы. It is just a Мощные горы. Это еще простая дорога, считай, смотрите. А там уже снег в горах. It is in Daikon. На фото прям вот не показать все то величие. The Daikon province near to the Bamiyan. Yes, it is very dangerous, very big mountain. Yeah, All that mountains. is. Все вот дороги вот так вот, они живут в горах. And Снег, he сейчас is снег. an old man is collecting the jungles Yes. to heat for having Yes. heat. Вот снег сейчас у них там. A face close-up photo of Hazara in Bamiyan. And this is some politicians. Политики. Dr. Abdullah. Общается. Доктор какой-то Абдулла. В общем, And also политики. from Hazara. И это представители хазарийцев. And this is a flood in the О, там у них везде water. постоянно, говорит, в горах бывает вот это все. Women just collected the leaves Yes, of the tree yes. Они собирают ветки, чтобы топить. to warm the Да, чтобы для to тепла, warm the house. для отопления. Они все живут в маленьких маленьких домиках, Because of печки poverty. топят. Да, печки топят, yes. Just they are collecting the leaves of the trees, you know, and then Yes, and it is very poor, I know. Yeah, Very because poor. of the And poverty. mountain, very poor people. yeah, Да. they are And very cold. cold and they are just collecting these things. Да, no electricity. Yeah, no, Нет, в горах нет электричества. Have you some American Tanks? for tanks or soldiers or Yeah, I've seen that, situation? Вот, и знаете, семья, вот они сейчас пишут несколько дней уже, да, вот они сейчас сидят в этой лавочке, в этом конуре, да, и они каждый день пишут письма. Сейчас я связалась со своей знакомой, которая вот недавно из Бурятии, да, которые бежали через Мексику в Америку. Вот. Но она говорит, что сейчас появился новый закон, не знаю, получится, не получится им через Мексику в Америку бежать. Там с января уже новый закон действует. Вот я не знаю, как же им помочь-то. Ему 8 месяцев, да? И он убежал из провинции Бамиан, из Афганистана, и сейчас уже 3 месяца сидит здесь, в этой каморке. Ой. Да, это маленький хазариец, и который просит убежища в разных странах европейских, англоязычных надо. Ребята, к сожалению, в России и в Монголии не получится, потому что они не знают языка, а папаша говорит, что ему надо найти работу
семья большая, еще бабушка, дедушка, там брат, сестры и так далее. Им всем надо работать. Самое главное — знание языка. Он знает хорошо английский, жена немножко плохо знает. Вот, и поэтому, я не знаю, может быть, ребята, давайте подумаем, может быть, хотя бы поможем одной семье хазарейской найти убежище. Если обладаете какой-то информацией, да, напишите мне, пожалуйста. Hey, his name? Фарамарс. Фарамарс? Фарамарс. Фарамарс. Hey, салам алейкум. Салам алейкум, Фарамарс. Вот такой вот малыш маленький. Ой, в этой каморке сидят. Ой. И вот еще один малыш. Ну все, ребятки. Все, я уже выхожу из эфира. You have no photo from this American? No? Он говорит, когда американцы было более-менее спокойно, потому что американцы контролируют все равно. А сейчас все уже нет никакого контроля. Все хазары бегут. Вообще печаль. Да, живут чистенько. Они, знаете, такие дружелюбные, открытые, вообще нормальные.